За круглым столом в таком составе, к тому же в Грозном, они еще не собирались. Проблемные вопросы в сфере здравоохранения региональные министры озвучивают заместителю министра России по делам Северного Кавказа Одессу Байсултанову напрямую. Главные медики СКФО рассказали о больницах, возведение которых находится на стадии завершения. Отдельное внимание уделили возобновлению строительства медучреждений, которые были временно приостановлены из-за недостатка финансирования. Я согласен, очень высокое онкологическое заболевание, туберкулез и так далее. Но строить каждому субъекте в этом направлении полноценная клиника у нас не получится. Я думаю, все-таки нужно принимать решение о строительстве межрегиональных направлений. У кого-то получается хорошо с онкологией лечением, у кого-то туберкулезное направление. Немножко будем менять самого подхода к решению вопроса. А для этого нужно было понимать, что регионы хотят. Многие медучреждения, которые строятся по программе «Юг России», возводятся поэтапно. Чеченскую республику сегодня поставили в пример. Несмотря на равное финансирование по отношению с другими регионами, здесь уже готовится к открытию сразу 4 больницы. В городе Аргун, станице Асиновская, а также 2 крупных медицинских учреждения в Грозном. Республиканская противотуберкулезная больница, самая современная, у нас введена в строй. Онкологический диспансер тоже в конце года усилиями и фонда Кадырова она вводится. Параллельно у нас работает программа кадрового обеспечения. Для работы в этих учреждениях сегодня более 100 человек готовится в федеральных учреждениях для оказания той или иной помощи. Защита программы здравоохранения на 2015 год состоится в федеральном центре в январе. От нее и зависит будущее финансирование регионов. Объем самих средств на субъекта будет в следующем году больше. Но от запланированных будет в том же режиме, в котором запланировано, или же это будет меньше, это зависит, как пройдет зашитое января. Мы готовим 3 варианта. Это оптимистический, пессимистический, ну и тот, который есть. Оптимистический плюс 10% ко всем цифрам программы, пессимистический минус 10%, ну и тот, который останется в том режиме, в котором есть. Уже через месяц в этом же составе они соберутся в Республике Дагестан. К тому времени, возможно, будет известно, на какую финансовую поддержку в области здравоохранения могут рассчитывать регионы Северо-Кавказского федерального округа в 2015 году. Динара Мурадова, Султан Умаров, Луиза Юнусова. Новости.